Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, хочу вкратце рассказать про методику обучения горловому пению для детей и подростков. Тувинское горловое пение – это уникальное вокальное искусство, которое передавалось с древних времен. А что такое горловое пение? Горловое пение, оно очень тесно связано с природой. Звуки природы и пение птиц, журчание ручейков, звук ветра, а также мычание быка. Все это тесно связано с горловым пением. Те, кто хочет научиться горловому пению, в первую очередь у него должен быть огромное желание, чтобы исполнять, копировать звуки природы. А что нужно для начала, то надо всегда тренировать свои мышцы. А это, конечно, я только что вам говорил, для этого нужен огромное желание. И с каждым днем надо тренировать свои мышцы горла, мышцы груди, а также диафрагму надо тренировать. Без диафрагмы горловое пение будет звучать не так. Плюс еще оно, возможно, будет даже вредным для здоровья. Поэтому надо всегда правильно брать дыхание и, конечно же, первые звуки правильно набрать. А это, конечно, для этого, конечно, очень много требуется слушания или смотреть видео, где начальные упражнения, чтобы оно было именно правильным. Можно ошибаться, то есть неправильный старт, оно может быть потом исправлять будет, конечно, можно, но потеря времени, и поэтому надо именно правильно набрать первые звуки. Будет дискомфортно, потому что все эти мышцы, связки горла, они будут работать, они будут просыпаться, так как у человека, который не практикующий, эти связки, они спали. А вы, когда начнете практиковать и тренировать свои мышцы, тогда эти мышцы постепенно начинают работать. И в научном мире называют эти мышцы ложные связки. Например, утром, минут 3-4 или чуть меньше можно, а потом через какое-то время в обед можно, и вечером тоже, и постепенно добавлять этим упражнениям, расширять время.
вначале у некоторых получается хумей, у некоторых сразу получается каргра, где можно остановиться и тренировать именно те стили, у кого что получилось. А со временем можно, конечно, потом добавить эти другие стили. Поэтому надо практиковать так, чтобы получилось хумей или каргра. Я вам вкратце покажу. Это хумей, где мышцы горла, они должны быть сжаты до миллиметров. То есть они так должны быть так развиты, что когда начинаешь исполнять, мышцы горла связки, они так сжимаются до миллиметров. И правильное дыхание, оно это залог того, что именно правильно набрать тембр звука и чтобы не навредить себе. Я говорил, что именно диафрагма должна работать. Без диафрагмы трудно будет продержать долгое время. Для начала еще раз исполню хумей, а там есть упражнения, которые надо держать одну ноту. Вот, например, а вот эта нота должна быть, чем длиннее, тем лучше. И каждый раз все равно у вас останется дыхание внутри. Поэтому надо выдохнуть этот воздух. И первую ноту, которую начнете практиковать, оно должно быть именно вашим тональностью. Надо взять именно для себя удобную ноту. Например, вот детям в возрасте 12-13 лет или 11-12 лет можно взять тональность си, ля, потом постепенно оно должно снижаться. Я имею в виду именно поймать тембр, поймать звук, чистый звук горлового пения. А потом и с каждым временем можно уходить в нижние ноты. Например, ля, соль диез, соль, фа диез. И, конечно же, ми, ре. И остановиться именно кому какая нота удобная. Детям, особенно кому будет 10, 11 или 9 лет, тональности могут быть даже до или потом оттуда спускаться. И упражнение на букву О надо продолжать. В первые дни можно 3-4 минуты практиковать. А в промежутке этого времени может возникнуть кашель.
это обязательно. Вот именно кашель – это хороший знак того, что именно начинается просыпать ваши мышцы горла. Но это со временем уйдет. Главное, надо правильно набрать и каждый день тренировать. Опять же хочу вам сказать, что кашель – это хороший знак того, что вы правильно идете. Вы правильно набрали звук. И у некоторых, возможно, может быть, получится не хумей, а каргра. Некоторым вот хумей, а некоторым я, как говорил вам, это не страшно, и это можно просто, у кого что получилось, от этого дальше надо развиваться. А те, у кого получилась каргра, через какое-то время, то есть, например, может быть, целые месяца, пару месяцев можно хорошенько тренировать каргра, а потом можно пробовать еще хумей. А с хумеем каргра можно, конечно, только одного выбрать, или хумей, или каргра. Но если кто хочет обе стиля, они должны быть сбалансированы. Каждый раз надо тренировать, например, 3 минуты каргра, то обязательно надо 3 минуты хумей, чтобы оно вместе развивалось. Надо чувствовать природу, мать землю, где есть все эти шумы. Воображать степь, можно воображать горы. И в словах обязательно надо восхвалять свою природу. Возможно, в вашей родине есть леса или степи. Надо почаще туда ездить, и надо всегда держать связь с природой. А то без этого то получится просто такой звуки цивилизации, звуки города. Поэтому хотелось бы, что именно те, кто будут практиковать горловое пение, они чаще ездили, выезжали за город, выезжали на природу, и там почувствовали именно шум ручья, шум ветра. И, конечно, внутри человека должно быть мотивация того, что именно ты копируешь, ты поешь, как наша природа. Внутренний мир должен так настроен, что именно хумей и твоя душа, оно должно быть именно связано с природой. Восхваление природы – это самое важное, самое главное для мастера горлового пения. Поэтому советую вам всегда
когда будете исполнять, надо воображать свою природу, где вы живете, ландшафт своей природы, своей местности. Вначале я вам говорил, что трудности будут, потому что именно те ложные связки, они будут просыпаться, им будет неудобно, им будет дискомфортно, и поэтому кашель обязательно будет. Оно со временем уйдет, я говорил вам, и поэтому главное, надо упорно практиковать, тренировать эти мышцы. И правильно брать дыхание. Это самый важный, тоже один из самых важных задач тем, кто изучает и практикует хумей. Начальные упражнения я вам говорил всего одну букву, например, О, потом добавить можно Ü, У. Вот эти 4 гласные звуки можно постепенно практиковать. А главное, не стараться сразу мелодии производить. А главное, надо мышцы приготовить. А это, например, я вам сейчас покажу. Я вам показал 3 буквы. Наверное, вы заметили. Четыре буквы. Не обязательно сразу их четверых сразу исполнять. Можно одну букву О, потому что самое главное правильно построить фундамент. А там это уже основные, а другие ноты, а также буквы, они будут просто помогать в дальнейшем развитии вашего хумея. Поэтому надо обязательно исполнять правильно, набрать правильный тембр. И опять же говорю, у некоторых, возможно, получится вот, можно дальше развивать этот стиль. И потом через какое-то время, через 2-3 месяца можно потом искать. Сначала хорошенько надо приготовить тот стиль, который у вас в первую очередь получилось. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, все зависит от желания. Если у детей нет желания, то это будет зря упущенным временем. Поэтому надо всегда сначала возродить именно желание.
А это, конечно же, интерес. Сначала надо возродить хороший интерес, объяснить так, что именно это искусство, оно восхваляет, оно поет нашу мать, матушку землю, а мы ихние дети. То есть мы дети природы, мы дети этой земли, поэтому мы должны восхвалять нашу матушку, нашу землю. Наши предки всегда это делали и дальше передавали, и до нашего времени мы это через это уникальное вокальное искусство мы восхваляем наши горы, наши реки, наши степи, наши леса, нашу природу, нашу матушку землю. Все еще восхваляем. Поэтому никак не должно оно уходить от этого. Это основа искусства горлового пения. Поэтому вместе с этим, конечно, восхваляли свой быт, своих хороших лошадей, свой табун, своих овц и коров. То есть в то время наши предки жили, конечно, очень тесно с природой. Но мы в настоящее время все равно стараемся далеко не уходить и соблюдать те традиции, которые передавали наши предки. Ведь человеку нужен его свобода, его любовь именно своим детям, своим будущим поколениям. Все это через свою душу восхваляли наши предки. А мы дальше передаем нашим друзьям, нашим соотечественникам, нашим коллегам. И, конечно же, очень хочется, чтобы именно эту основу все вы держали как ось. А то без этого, возможно, получится какие-то звуки просто, шумы просто как. А звуки природы, оно же живое. Пение птиц, пение всех животных, даже шум ручья, это же живое. Спасибо вам и желаю вам всем удачи. Главное иметь огромное желание, главное иметь огромное терпение, а остальное, оно у вас обязательно получится. Спасибо. Желаю удачи.